Все, доброе утро. Еле выполз из палатки, уже 11 дня. Все затянуто облаками, но там вот в горах солнечно. То есть они вот здесь в долине облака скапливаются и встают перед горами. Так что надо ехать туда. Ну, туда, собственно, у меня дорога идет в ущелье. В ущелье я начинаю подниматься в город Денали. Вот. А сейчас я готовлю покушать овсяночку. Вот, и у меня тут новость неприятная. Я, походу, где-то оставил кружку свою. Не могу нигде найти. По сумкам рыщу. Ничего нету. Кобзец, вот это печально. Но у меня вот есть вот эта вот банка из-под ананасов. Из нее, в принципе, можно попить. Да, будет у меня чаек сейчас с пряниками. Опа. А вот видите, вот только недавно я похвалился своей кружкой, которая у меня с Алтая, которую я спас из забвения. И вот оставил, где-то потерял. Ну, видимо, просто на ночевке где-то оставил. Сейчас попробуем пряники. Они литовские, хуторок, вот, продуктов Литвения. Хорошие, классические пряники. Блин, 100 лет не ел пряники вообще. А знаете, что здесь самое кайфовое? То, что комаров практически нет. Они летают, но они вообще какие-то добрые. И ты можешь наслаждаться природой. Вот ради чего. Ради чего стоит рождаться. Ради этого всего. И пряника с чаем. Еще интересный момент. Вот от чая, от обычного черного или зеленого, меня штырит. Когда вот так попьешь, поедешь на дорогу, и ты едешь немножко как пьяненький. Я вот помню, самый прикол был это в Китае. Там же все чаи пьют, все чаи с собой носят, гоняют. Потому что после вот такой диеты рисовой, так скажем, вот нужны вот чайку попить обязательно, крепенького. Легче становится. Вот у меня, кстати, была проблема с тем, что я рис очень много ел, естественно, в Китае. И я начал задыхаться. Не мог, короче, нормально полностью вдохнуть грудью. Такая фигня, то ли слизь скапливалась, то ли что, в общем, это из-за риса было. И я заметил, что китайцы все с тормозками ходят и чай пьют. Именно чай вот зеленый, заваренный. Я начал тоже так делать, и все прошло. Научно я не могу там объяснить, что да как работает. Вы сами можете загуглить или у Gemini там спросить, у искусственного интеллекта. Вот, и реально прошло, помогает. Поэтому чай это круто. И вот я пил зеленый чай постоянно там и ездил как пьяный. Реально вштыривало крепкий чай, когда вот пьешь. Интересное ощущение. И, кстати, я перешел сейчас только на газ, потому что это реально удобней. Гораздо меньше телодвижений, нежели если я буду эту печку растапливать. Вот. Во-вторых, пожароопасность сейчас в лесах. Dangerous везде. Dangerous, fire danger. И лучше не дымить лишний раз, потому что кто-нибудь заметит, увидит, потом приедут, разбираться будут, потом еще скажут, это ты все пожары на Аляске устроил, нафиг оно, короче, мне это надо. Поэтому реально это удобно, конечно. И быстрее просто с моей той печкой, я уже про проблемах той печки говорил, с баллоном гораздо быстрее все разогревается, варится. Чувак сейчас проходил тут, дедуля. Непривычно так у американцев. Вот он идет, подходит, ну, разговаривает, и у него из кармана пистолет торчит. Как-то, ну, не то, что не по себе, не страшно, просто непривычно, когда вот у человека ты знаешь, что оружие есть, как бы. У меня даже скорее наоборот появляется уверенность, что этот человек разумный, адекватный. Если у него есть оружие, и он еще на свободе ходит, еще живой, значит, он адекватный человек. Вот я боюсь представить, вот если в России, например, выдать всем оружие. Ну, не выдать всем оружие, в смысле, что это будет в легком доступе, можно купить, вот так же, как в Америке. Кажется, там первые лет 5 там перестреляют все друг друга.
выживут только самые адекватные, или кто где отсидится. Боюсь представить, бля. Ну, конечно, от человека тоже многое зависит. Это был белый старик, как бы, ну, я не боюсь, ну, как бы, ну, не страшно. Белый старик, ты понимаешь, что это адекватный человек. И другое дело, если бы я, например, увидел там черного подростка, ну, или белого подростка с пистолетом там в кармане, как бы. Ну, не обязательно подростка, просто молодого. Я бы уже поднапрягся, конечно бы. Все равно я не боюсь умирать, если что. Лучше красиво умереть, чем некрасиво жить. О, вертушки военные за мной уже полетели. Hi. How are you? Where are you going? Fairbanks. Fairbanks, okay. Fairbanks. Nikita. Nikita. Yeah. I'm Bruce. I came from day 4 from Anchorage. From Anchorage? From Anchorage, yeah. Ah, okay. I got my wife is following with the camper, so I get a place to sleep. Ah, how many days you I going? don't have to. This is day 4. Day 4? That's good. I'm start from Anchorage too. Going from Denali, Fairbanks, go to Circle. Okay. Yeah. You just made a big fire over there now. Right. Over when you came down from Denali, Ah, there's a place called Anderson. uh-huh. Road's closed. Big fire. Oh, really? Yeah. After pass? You're okay here. Ah, right here, okay. You're okay here. Yeah, Uh-huh. yeah. You're okay. It's good. How riding is good? Sorry. Everything's good? Yeah, I'm 77, so Do you have food? Something? that? Do you have food? Food? Something? Everything good? Oh yeah, I got snacks and stuff. 5 miles of Delta and I get lunch. Yeah, just big grocery store. Where are you from? Originally from Russia. Russia. Okay. Yeah, but past Espidanya. All that. past 5 years I lived in Florida. Florida. Yeah, Daytona Beach. Oh, that's too bad. Too bad. Too many people. Yeah, Florida. After many people. after Alaska, Florida is terrible. Yeah. You I'm in Fairbanks. I was born and raised in Fairbanks. That's where I grew up. That's my yeah, home. yeah. Yeah. In Alaska, I feel like home too because Yeah. the same like Russia. Yep. Yeah. Yep. Same. Well, you got a big climb ahead of you. Yeah, I A know. lot I of know. climbing, but it's nice. Nice. Yeah. A lot of places to camp. Yeah, that's good. Alaska, I'm pleasure here. Well, and Sure. enjoy. And I've seen no wildlife at all. No bear, no moose, no wildlife. I No, haven't seen really, anything. I have spray. Yeah. If beer, that's no problem. But the road is just keeps the animals away. Yeah, let's go. Okay, thank you so much. All right, And good cheers. luck. Yeah, You thank too. you. Yeah, Safe travels. thank you too. Bye Okay, bye. Bye. Нормально, дед вообще бодрячком. За 4 дня, говорит, с Анкориджа до сюда доехал. Силен. Танки стоят. Не лазить на танк написано. Это что такое получается? Лафа заканчивается. Фига. Вообще обочины нет. Придется так ехать. Я уже отвык от такой дороги. Хорошо, хоть трафика практически нет, очень мало. Блин, одни эти караваны туристические идут. Автодома. Половина трафика здесь. Это туристы. Ух, дорога здесь красивая. Офигеть, здесь степь какая непривычная. Обычно везде леса, а здесь такая
простор. И это все ягодные поля, по сути. Там голубика растет. Заросли ее. Ну не сейчас, блин, не сейчас, к сожалению. Блин, на вторую половину лета здесь надо. Тут вообще рай. И сейчас хорошо, но, блин, ягод хочу я, ягод, витаминов. Hello. You're almost there. It's the last hill. Yeah. Видите эту горочку сзади меня? Вот она так и манит. Сейчас пойду на нее заберусь. Она, в принципе, невысокая. Мне как раз надо похайкить, походить. Вот, сейчас Геркулеса бахну. Сил наберусь. Велик здесь оставлю, припаркую и пойдем. Ну что, главное, спрей для медведей взял, водичку взял. Готово. Прям тропинку здесь вырезали лопатами. Поработали недавно. Камешки выложили. Прям римская дорога. Здесь даже дренажную систему вон сделали. Ох, какие здесь скалы красивые. О! Еще чуть-чуть осталось, уже немного. Большую часть прошел. Сейчас вот у меня вот эта вот тропа, вот эта гора напоминает Крым. Видимо, по цвету почвы, по растительности. Вот цветочки здесь такие вот. Мхи. Почти дошел. Наверху здесь такой свеженький ветерок, хороший. Потому что сегодня жаркий день, вот в низине. Сегодня жара. А здесь прям хорошо. Бриз. Ой, здесь куропатка с цыплятками вон. Вон цыплятки. Не бойтесь, я мимо пройду. Не буду трогать. Вон кудахчет она там, переживает. Я уж извиняюсь, я их всех куропатками буду называть. Я не знаю как. Я не орнитолог. Не знаю, как она правильно называется. Гуляют, пасутся. Это кто здесь живет, кто ко мне идет. Вот бандит ходит. У меня нету ничего, малыш. Видимо, его прикормили здесь. Нету ничего, малыш. Извини. Надо было с гостинцами к тебе идти. Все, я дошел до верха. 2 мили получилось. Такого подъема знатного. Фу, пожар вон какой там. Горит все. Ну, с такой погодой сухой, да, и жарой. Вон нефтепровод идет. Вон там Дельта Ривер. Река Дельта называется. И вот мне туда ехать. Туда подъем, в ущелье подниматься.
Сколько озер здесь классно. Не знаю, он такой бандит вообще. Ты такой бандит. Маленький бандит. Это не кушать, малыш. Че, у меня пальцы чем-то пахнут, что ли? Наверное, я ж кушал там. Блин, знал бы, что ты здесь живешь, я бы принес что-нибудь тебе погрызть. У меня как раз там овсянки много. Да, пальцы он учуял, что пальцы пахнут. Наверное, пальцы пахнут. Малыш, извини, ну такой прям, у меня прям чувство вины, что я ничего ему не принес. Такой маленький, он как будто меня тут сидел, ждал. Сидит, ждет, пока кто-нибудь тут на гору поднимется, ему покушать принесет. Ой, те маленькие, а. Вот такая вот красота здесь. Да. Ну, я еще какую-то куропатку там вижу. Тетерев или фазан. Даже сниму. Тут вообще птичек много. Он с красной обводкой вокруг глаз. Красавчик. Замаскированный. Да, Аляска. Блин, это вообще рай, ребята. Это рай. Алясочка моя. Даже не представлял, что будет так круто все. Сейчас тут с подветренной стороны я горы. Тут тишина вообще. Еле ветерок такой колышет только. Тихо-тихо. Я аж подмерз здесь лежать. Пойду потихоньку спускаться буду. Сейчас спуск будет сложнее, чем подъем. Потому что по таким камням очень скользко. Несмотря на то, что у меня и обувь, вот это трекинговые кроссовки, они сцепление хорошее, но все равно. Опа. Не знаю, будет видно или нет. Вон у меня велосипед. Вон красная точка. Сумка задняя. Ёпарас, это дождик пошел. Вообще из ниоткуда просто. Какая-то тучка тут образовалась. Там вот, да, видно в горах. Здесь прям. Ну, он коротенький, думаю, будет. Блин, со стороны смотришь на гору, нифига, она, думаешь, крутая. Такая вук. Так, все на месте, все нормально. Надо палатку ставить. Сейчас возле озера какое-нибудь найду место. Там сзади прям дождики непредсказуемые. Оф! Град пошел, капздец!
Ихи! Нифига себе. Хоть дождевик одену наконец. Все, град кончился, вроде просто дождь идет. Блин, знал бы, палатку бы сразу бы поставил там же, на том месте. Сейчас фиг знает сколько стоять, а уже полчаса стою так просто, не знаю. Может до утра так будет. Хер его знает. Прогноз там дело такое. Опять град долбит. Я поехал чуть-чуть повыше, а то там сзади что-то беспросветно все, а впереди как будто бы получше. Выехал из дождя. Вон там сзади как страшно, блин. Проеду вперед, сейчас место найду. Сразу палатку ставить. Я вот не знаю, дождь до сюда дойдет или нет. Кручу как могу. Я просто замерз там стоять. Туча как будто бы стоит надо мной и все. Пофиг, поехал, ноги мокрые. Пофиг. Добрался до солнышка хотя бы. Здесь даже дождя не было. Сухо. Фу. Можно снять. Сейчас место под палатку какое-нибудь с красивым видом сейчас будем искать. Так, все, ставим палатку быстрее. Пока дождик не пришел, то чувствую, он придет за мной. Здесь вот такое место прикольное. Так, все, палаточку поставил. Пошел за водой. Вроде ручей какой-то показывает рядом. Ну, в миле. Чуть пониже, где я проезжал. Посмотрим. Не надо было и мили идти. Слышу, вода журчит. Если наберем здесь. По всем признакам она чистая, нормальная. Там сверху ничего нету, никаких поселений. Просто как-то стрёмно, и надо с такой трубы набирать, но чё, нормально. Не, вода это жизнь. Без воды ни туды, ни сюды. Можно жить теперь спокойно. Сейчас вон пожарные патрулируют везде, стоят на высотах, смотрят. Даже решил на огне тут приготовить сейчас. Ну это капец на свой страх и риск. Если заметят, учуют, очень опасно. Хорошо шиповник взял. К чабрецу это просто божественный чай. Отвар, точнее, правильно, не чай. Чай это черный, зеленый, а это отвар божественный.